Светофор сегодня стал для всех автолюбителей незаменимым элементом дорожного движения. Сегодня, со дня его первой установки, исполнилось 106 лет. Зеленый, красный и желтый. Без этих огней на дорогах невозможно безопасно передвигаться. Это можно понаблюдать на перекрестке, где светофор временно вышел из строя. При въезде в Мага со стороны Икажева машины создают затор. Специалисты устраняют неполадки со светофором. Самая частая проблема неработающего светофора – это сбой сети. Сейчас вот произошел такой сбой, на который мы оперативно реагируем. Это, в принципе, здесь защищенная система. Здесь контроллер ДКСТ-16, которому установлено АЗУ. То есть он не дает, в принципе, перегореть всему объекту. И выбивает АЗУ, приходится физически его включать, это вот после самого перебоя. Всего в Ингушетии работают 264 светофора, 94 из них транспортные. Их обслуживает 6 специалистов. В багажнике машины у них всегда все необходимое в случае экстренного ремонта. Если раньше светофоры приходилось чаще обслуживать, то сейчас есть современные устройства, которые намного надежнее своих предшественников. С 2019 года ведется активная работа по замене старых, устаревших светофоров, ламповых, которых в дневное время водитель и, в принципе, все участники дорожного движения просто могут не заметить. Сегодня же ставятся современные, можно сказать, красивые светофоры, которые входят в фон города, современных городов. Они светодиодные, они яркие, у них небольшая потребляемость. Изначально светофор имел только два цвета – красный и зеленый. В Японии вместо зеленого использовался синий. Но в 1920 году решили добавить третий оранжевый знак, который предупреждал водителей о переключении цвета. В России первый светофор появился в Москве в 1930 году на пересечении Невской и Литейной. Положительный опыт быстро переняли другие города, что повлияло на быстрое развитие дорожного движения страны. Но бывает и так, что жители жалуются, что в некоторых местах светофоры вовсе не нужны. Дорожники же так не считают. Жители, автолюбители, некоторых автолюбителей есть светофоры, которые в принципе не нужны. Но практика показывает, что светофор нужен, после того, как в принципе он по какому-то стечению обстоятельств, то есть это сбой электроснабжения, выключается светофор, то это показывает, насколько необходим светофор. То есть здесь какое-то мое мнение или мнение кого-то отдельно взятого. Здесь просто можно посмотреть на саму дорожную ситуацию. С момента установки первого светофора вид и функционал таких объектов сильно изменился. Теперь они ярче, автоматически подают сигнал об очередности движений и понятливые на восприятие. Многие водители настолько к нему привыкли, что и не представляют свою поездку без него. Светофор, соблюдать На самом деле первый светофор был придуман Джоном Пиком Найтом. Свое изобретение он установил в 1868 году в Лондоне, которое управлялось вручную. В один день газовый фонарь светофора взорвался, поранив полицейского. Из-за этого инцидента в Европе его запретили, но, как видно, в конце концов он стал необходимым устройством для автодорог мира. Адам Гулоев, Мухаммед Белакиев, Новости 24.